Правду вам скажу, я очень волновалась, когда готовилась к нашей встрече, потому что, ну, всегда новая аудитория, она рождает какие-то такие тревоги. И я прошу вас набраться терпения. Студентов я, наверное, ну, может быть, напугаю какими-то сложными словами. Пожалуйста, давайте вместе как бы продеремся через вот какие-то, может быть, терминологические сложности. Но я постараюсь дать вам действительно и знания о том предмете, который является областью моего научного интереса уже многие годы, и постараюсь вас каким-то образом потом в благодарность за ваше внимание и развлечь, поговорить на темы, которые, я думаю, вам близки и понятны абсолютно. Ну, если уж мы вспомнили о весне, правда, как-то я вот даже не успела вспомнить, что сегодня первый день весны, всех поздравляю с этим чудесным событием, все, уже, да, уже не рассосется, что называется, уже пережили мы зиму. Но напоминаю, что у нас в марте событие очень важное, 18 числа, да, все знаем. Я вспоминаю сейчас об этом ровно потому, что в очередной раз Россия встанет, опять-таки, вот столкнется с проблемой идентичности. Если вы сейчас следите за предвыборными дебатами, вы не можете не заметить, что опять идет обсуждение вот этой темы суверенитета России, ее зависимости, ее какого-то уникального пути, ее европейской такой ориентации. Дело в том, что тема российской идентичности, которая еще вот до последнего времени была объектом внимания только отдельных исследователей, в последние годы стала очень востребована не только научным, но и публицистическим дискурсом. Причем обсуждается она часто в терминологии такой тревожной – распада, кризиса, деградации. Очевидно, что вопрос о российской идентичности стимулировали события, внешнеполитические события последних 4 лет, которые отчетливо показали, никакой глобальной культуры на самом деле не случилось, а идея движения к многополярному миру, основанного на принципах мультикультурализма и толерантности, оказалась одной из величайших иллюзий современности, с которой мир расстается с большей или меньшей степенью разочарования. Ну и эмпирически наблюдается то, что новые правила игры в организации мирового порядка снова стали артикулироваться в терминах своих и чужих, своих и врагов, ну и так далее. Парадоксальная ситуация. Вот посмотрите, что происходит. Проект глобального мира, да, как мы всегда считали, мира без границ, важной парадигмой мышления и социального взаимодействия сделал именно феномен границы. Другое дело, что относительная пластичность границ территориальных, границ государственных в полной мере компенсируется нарастающей плотностью границ культурных. И более того, как-то так все более и более активно смещается в ментальное пространство, вот туда куда-то в область идентичностей. Я скажу больше, вот когда анализируешь исследования последних лет, обнаруживаешь, что именно идентичность зачастую интерпретируется как важнейший фактор и, может быть, даже объяснительный принцип многих процессов, которые происходят сегодня в мировом пространстве. Но мы помним с вами, в начале 90-х годов американский ученый Сэмюэль Хантингтон предрек столкновение культуры цивилизаций. Сегодня мы понимаем, вот уже прожив этот отрезок 21 века, что столкновение культуры и цивилизации на самом деле обратилось столкновением идентичностей. А французский писатель Амин Маалуф, он, правда, ливанского происхождения, и вовсе заметил, многие преступления в современном мире совершаются во имя или от имени идентичности. Вот посмотрите, такое неудобное слово, такое труднопроизносимое. Еще 5-7 лет назад только ленивый не, ну, знаете, не отругал меня, но можно же как-то попроще. Ну, скажите вы там самосознание, ну и не, да, воображайте.
Сегодня только ленивый уже это слово не произносит, а после того, как наш президент стал его артикулировать так абсолютно безошибочно и легко, но мы видим, оно сегодня на устах практически у всех. Что же это за термин такой, так неудобно ложащийся на язык и вместе с тем так вот связавший просто в один узел такие разные дискурсы, такие разные обстоятельства. И, ну, вы знаете, вот если просто, чтобы сразу не пугать студентов, идентичность – это способ ответить на два, ну, очень простых вопроса. Кто я? И с кем я? Вот кто та целостность, о которой можно сказать «мы». Если же мы обратимся к этимологии, да. Как только мы обращаемся к этимологии слова, оно отправляет нас к позднелатинскому термину, то многое сразу становится понятным. Это отождествление, тождественный, тот же самый. И мы с вами начинаем понимать, что идентичность – это социальное явление, которое обозначает отождествление, да, осознание своей причастности, своей принадлежности определенному там социальному и культурному целому. Как социальное явление идентичность, ну, принимает разные формы. Мы можем с вами говорить о гендерной идентичности, о профессиональной, о возрастной идентичности, о культурной, об этнической, национальной, какой угодно. Но поскольку у нас с вами речь пойдет о идентичности российской, то я буду использовать понятие этнокультурная идентичность, которая обозначает отождествление индивида с тем или иным этносом или нацией, соответственно, с этнической или национальной культурой. На самом деле этнокультурная идентичность по своей структуре феномен достаточно сложный. Вот почему его никак нельзя заменить, скажем, словом самосознание, гораздо более нам привычным. Да потому что идентичность включает в себя три разных уровня. В первую очередь это осознание индивидом своего единства с этнонациональным образованием, с этносом или нацией на основе общей культуры, общей вот разделяемой культуры. Второй структурный компонент, и он очень важен, это глубинное, почти, знаете, глубинное эмоциональное, почти на сакральном уровне переживания этого понимания, вот этой тождественности, этой своей принадлежности. Это действительно очень важно понимать, потому что вот этнические процессы, этнические конфликты, они во многом иррациональны, да, и ровно поэтому так тяжело поддаются регулированию и пониманию. И, наконец, третий структурный компонент, который тоже нужно учитывать, да, говоря об идентичности, это, собственно, поведенческий компонент, это культурные практики манифестации вот этого нашего сознания, этих наших переживаний. Одна иллюстрация. Почему так вся Россия всколыхнулась? Почему у нас прям, вот знаете, до крика, до кровавых ран была реакция на запрет Олимпийского международного комитета, чтобы российские спортсмены шли там на Олимпийских играх под национальным флагом. Да потому что и идентичность, потому что вот ровно то, о чем я вам говорю, на глубинном, почти сакральном уровне мы переживали вот эту вот нашу идентичность. Нас попытались лишить одного из главных символов и образов вот этой нашей российской идентичности. Таким образом, сложная структура идентичности представляет собой три взаимосвязанных компонента – рефлексивный, эмоциональный и поведенческий. Вместе с тем, в структуре этнокультурной идентичности на том или ином этапе социокультурного развития можно обнаружить несколько разновременных слоев, образующих ее, ну, можно так сказать, синхроническую, прошу прощения, диахроническую вертикаль. Это это родовая идентичность, этническая и национальная. Но мы об этом поговорим попозже. Значит, действительно говорят, что потребность в идентичности – это одна из базовых неотчуждаемых потребностей человека.
она стала формироваться уже на ранних этапах антропогенеза. Вот есть, знаете, многочисленные антропологические исследования, позволяют говорить о том, что вот как только человек выпал из природного мира, вся его последующая история отмечена и прямо противоположной тенденцией. Стремлением вернуться вот это вот известное, безопасное состояние, да, снова в лоно природы. Но понятное дело, что вернуться человек в природный мир уже не может, но это было бы странно. Поэтому вся история человечества отмечена поиском каких-то таких сублимированных оснований идентичности, вот других способов, искусственных способов достижения единства, утраченного синкрезиса с окружающим миром. Вот есть основания заявить о том, что феномен этнокультурной идентичности – это и есть, знаете, попытка восстановления, такой механизм восстановления разрыва первоначального синкрезиса или создания нового искусственного культурного синкрезиса, да, вот этого единства с окружающим миром. Итак, нам уже с вами понятно, я забыла переключить, посмотрели. Итак, нам с вами уже понятно, что этнокультурная идентичность – это достаточно сложный феномен с такой вот структурой. Образно ее можно представить, на самом деле ее можно представить как угодно, но вот я вам предлагаю ее представить в виде такой вот перевернутой пирамиды. Основание этой пирамиды образует родовая идентичность, средний уровень – этническая идентичность, и самый верхний уровень – это идентичность национальная. Но основание идентичности образует, как мы с вами видим, родовая идентичность. Вот, вот как-то так. Вот посмотрите. Само название этой формы идентичности, понятно, оно довольно условное, говорит о том, что вот основания социальной солидарности в архаическом обществе, они, конечно, основывались не на культуре, они основывались на кровно-родственных отношениях. Что же тогда позволяет нам, позволяет исследователям рассматривать вот эту первоначальную форму восстановления утраченного синкрезиса, единства с окружающим миром, как форму, обладающую, я не знаю, как форму идентичности, обладающую каким бы то ни было этнокультурным ресурсом? Дело в том, что многочисленные антропологические исследования позволяют утверждать, что вот первой формой такой, знаете, культурной самоидентификации, персонификации общества в окружающем мире, это был феномен тотемизма. Что такое тотемизм? Вы, конечно, про это уже явление слышали. Что это такое? Это не просто отождествление индивида, члена коллектива с определенным тотемным животным или растением, а это то, что французские антропологи называли термином партисипации, партисипационным природнением, когда человек, индивид, фактически не отличал себя от тотемного животного. Да? Такое абсолютное отождествление, абсолютное слияние. Ну, а поскольку проявлялась эта форма идентичности, тотемизм, в культурных формах мифа и ритуала, то поэтому исследователи говорят, да, это была, наверное, первая такая праформа культурной идентичности. Но по мере того, как в ходе этногенеза складывались новые исторические общности, а, собственно, этнос, то и формировалась соответствующая форма идентичности, собственно, этническая или этничность. Вот на этом этапе реальное родство, кровное родство постепенно заменялось сакральным ощущением и осознанием единства всех членов коллектива на каких-то иных основаниях, уже не замешанных, что называется, на крови и почве.
Надо сказать, что идея вот парадигмы родства никуда не уходит. Да? Она остается, но постепенно просто вытесняется куда-то вот в маргинальные слои, и реальное родство замещается мифами, мифологией об историческом родстве, о каких-то общих предках исторических. Но вы знаете, всякий народ, да, имеет каких-то своих вот мифических предков. А на самом деле идентификация с этнической группой осуществлялась теперь уже в каких-то замещенных, несобственных формах, ну, например, через общий язык, на основе мифа о генетическом или историческом происхождении, на основе государственности, общей какой-то религии и так далее. То есть уже, собственно, каких-то культурных компонентов. Эта трансформация фиксировалась, в частности, посредством появления каких-то самоидентификатов, которые как раз и указывали на доминирующие основания вот в этой самой, в процессе идентификации. Ну, например, языковая общность, на основании которой, скажем, славяне или словени, да, отличали себя, то есть людей, которые владеют вот этой славянской речью, от так называемых немцев, то есть от тех, кто этой самой речью не владеет. Или вы знаете, что долгое время синонимом слова «русский» было понятие «православный», да, термин «православный», который указывал, что вот на данном этапе времени, на данном историческом отрезке доминирующим основанием консолидации и идентификации была общая религия, а именно православие. Но, наконец, самый верхний слой этой самой символической нашей пирамиды забываю я переключать слайды, простите меня. И, наконец, самый верхний слой – это, собственно, национальная идентичность. Что касается национальной идентичности, то ее, конечно, рассматривают чаще всего как результат политических процессов. Ну, как формировались современные нации, вы, наверное, знаете, конечно, по-разному, но вот основной путь был такой, когда под единой политической крышей в рамках одного государства объединялись разные этносы. И самая главная задача, собственно говоря, вот национального государства, это была унификация, ну и каким-то образом разных признаков социального бытия, ну, для того, чтобы, знаете, этносы не ссорились, чьи предки древнее, чья культура глубже, чья культура богаче и так далее. И вроде бы вот за счет этой унификации можно себе предположить, можно допустить, что национальная форма идентичности должна была бы как бы обнулить, да, нивелировать все предшествующие ее исторические модификации. И в первую очередь, конечно, этническую форму идентичности. Вот опять-таки, чтобы избежать борьбы, да, внутри одного политического образования. На самом деле все не так. Вот обратите внимание, я специально вывела эти картинки. В национальной символике до сих пор используется и какой-то намек там на родовые древние архаические тотемы, и указания на какие-то там этнокультурные, может быть, этноконфессиональные признаки социальной консолидации. То есть речь идет о том, что национальная идентичность, она не отменила все прежние формы и модификации, идентификации, а просто предложила более расширенные, ну, не знаю, основания, что ли, да, для нее. Ну вот здесь вы тоже видите, да, и медведь, который может вполне выступать как символ, и вот знаменитый украинский трезубец, который на самом деле-то разные есть версии, но самая распространенная, говорят, она не очень корректная, но я здесь как бы небольшой специалист, поэтому спорить не могу. Ну, вроде бы, вот что означает этот трезубец. Знаете, не знаете? Это пикирующий сокол, да, это вроде бы вот такое тоже тотемное животное, которое очень почитал там род Рюриковичей. Но опять-таки, насколько корректна эта
концепция не знаю, но тем не менее мы видим и символ солнца, и символ медведя, то есть даже какие-то архаические, вот такие вот, которые формировались на уровне, может быть, еще родовых архаических структур сознания, они проявляются и в современной национальной идентичности и каким-то образом работают с нашим сознанием. И вот надо сказать, что национальная идентичность, она доминировала на протяжении последних, пожалуй, 2 столетий в структуре социальной идентичности большинства европейских народов, большинства западных народов. Ровно с того момента, когда был провозглашен принцип «одна нация, одно государство». Это выражение приписывается Наполеону, и означало оно совершенно новый подход к мировому устройству, который пришел на смену вот таким транснациональным династическим, королевским династиям, династическим образованиям. Вот мир стал просто образован, стал устроен по-другому. Что такое одна нация, одно государство? Это обозначало совпадение культурных и государственных границ. То есть одна культура, одно государство. Ну, таких, конечно, в общем, это оказалось иллюзией, таких однокультурных, монокультурных государств в мире насчитывается не больше 20, но тем не менее, да, вот мир с тех пор организован по такому принципу. И национальная форма идентичности, которая вот действительно образовывала самую верхушку пирамиды, была доминирующей формой идентичности. О кризисе, да, значит, вот еще раз важно, посмотрите, пожалуйста, сейчас я посмотрю, какой у меня слайд дальше. Угу. Вот это вот очень важно. Сохраняет в своей структуре национальная идентичность и парадигму родства, и этнокультурные основания социальной консолидации, социальной солидарности, но преломляет их вот через какую-то такую унифицированную гражданскую идентичность. Вот как работают эти слои? Вы знаете, мы понимаем, никуда не деваются, да, а вот эта пирамида, она формируется по принципу напластования, взаимодополнительности различных исторических модификаций. И самое интересное, что в любой момент, вот какое из этих оснований, какой из уровней этой идентичности может актуализироваться, большой вопрос. Чаще всего, ну вот я так себе отвечаю на этот вопрос, это зависит от того, какой стороне целостности социальной угрожает опасность. Причем совершенно неважно, эта опасность реальная или она воображаемая. Либо вот актуализация может возникнуть в такой симультанной комбинации. Что такое симультанность? Еще один сложный термин, вот рассказываю для студентов. Если вы себе представляете, да, недавно, наверное, елки разобрали новогодние, вот представьте себе елочную гирлянду, когда лампочки загораются в совершенно разных комбинациях. Я не знаю почему, я вообще не знаю, почему лампочки горят, но я так понимаю, в зависимости от того, там, к какой части электрической цепи, да, вот ток, да, вот они и загораются. Вот точно так же в самых разных комбинациях могут актуализироваться разные слои этнокультурной идентичности. Может вдруг загорать кровь и почва, здесь же какие-то лингвистические аспекты идентичности, здесь же где-то конфессиональные. Опять-таки в зависимости от того, какой стороне целостности угрожает опасность. Но, на мой взгляд, наиболее ярко и показательно вся сложность вот этой самой национальной идентичности проявляется в таком феномене, как национализм. Недаром говорят, что каждый народ и в чем-то националист, да? И национализмы бывают разные. Иногда он обращается к каким-то архаическим структурам и говорят тогда о национализме, который замешан на крови и почве. Иногда говорят, что бывает лингвистический национализм. Вот когда мы выясняем отношения с нашими соседями и, конечно, друзьями и почти родными людьми на Украине, мы говорим, что украинский национализм, он такой лингвистический, да, там вот язык такой камень преткновения. Говорят о религиозном или конфессиональном национализме. Ну, в общем, вот есть такое расхожее мнение, что национализм может проявляться вот в разных формах.
И ровно вот это такой индикатор, что национальная идентичность, она в себе кроет все, абсолютно покрывает все предыдущие исторические модификации идентичности. Вот о кризисе национальной идентичности заговорили на фоне глобализационных процессов. Которые обнаружили новые правила игры, как я уже сказала, в организации мирового пространства. Причина кризиса – это тема отдельного разговора. И сейчас мы на этом подробно останавливаться не будем, но об одной причине мы должны сказать с вами, конечно, обязательно. Речь идет о том, что сегодня фиксируется значительное ослабление влияния национальных государств на международной арене. Национальные государства перестают уже выполнять роль и функцию таких доминирующих субъектов международных процессов. Более того, нации, национальные государства перестают соответствовать статусу основных единиц выживания и все больше делегируют эти функции военным блокам, экономическим союзам самым разным. Но мы с вами это можем наблюдать, да, каждый день смотрим, наверное, новости по телевизору. Семерки, двадцатки, Евросоюзы, НАТО и все остальное. Совершенно очевидно, что кризис национальной идентичности – это такой общий мировой тренд, это общемировая тенденция. Но в России, как водится, он обрел особую остроту и получил какие-то такие неожиданные векторы развития. Прежде всего, следует вспомнить, что в Российской империи процессы формирования национального государства не получили достаточного развития и были замещены развитием имперской по своей сути политической структуры. Как результат формирования и национального государства, и национальной культуры, как следствие соответствующей формы идентичности, произошло достаточно поздно и вплоть до конца имперского периода, но не имело сколько-нибудь важного значения, а носило скорее факультативный характер по сравнению с иными формами социальной консолидации. Например, конфессиональные, да, еще раз вспоминаем, православный русский, практически смысловые эквиваленты. Последующая история России тоже, собственно говоря, не способствовала формированию, собственно, российской идентичности. Но в советский период в массовом сознании преобладал самоидентификат советский, представление о том, что мы все были советские, русские, татары, не знаю, там, грузины тогда, да, там, армия, кто угодно. Вот мы все в первую очередь были советские. Но где-то там на втором этаже мы, конечно, оставались и русскими, и армянами, и татарами, но вот эти вот этнические основания идентичности были вытеснены в маргинальные слои. Вот самоидентификат российский или там россиянин был практически не востребован. Старшее поколение, наверное, меня поддержит. А уж что касается слова «русский», то оно и вообще зачастую оставалось, знаете, такой фигурой умолчания. Потому что как русский, значит, это уже великорусский шовинизм. Значит, вот всем можно, а вот русским как-то было не очень нельзя. И это обстоятельство вносит особый драматизм в кризис российской идентичности. Дело в том, что он проявился на фоне не просто ослабления влияния национального государства, да, как у многих других народов во всем мире, а он проявился на фоне краха, на фоне распада такой мощной империи, да, каким был Советский Союз. Формирование идентичности новой постсоветской России тоже происходило, прям скажем, в непростом контексте. Что образовывало, что формировало этот контекст? В первую очередь, конечно, парад суверенитетов. Это расслоение общества по экономическому признаку. Это формирование на таком рыхлом этнокультурном фоне культуры богатых и культуры бедных.
Это межпоколенческий ценностный разрыв, потому что мы понимаем, разные поколения формировались в совершенно разных таких вот ценностных контекстах. И все же наиболее общим, таким наиболее важным, наверное, фактором кризиса российской идентичности можно считать ее аморфное состояние. Это, ну, знаете, размывание ее, может быть, ценностного ядра. Вот посмотрите, нам повезло, я, конечно, закавычиваю это слово, наверное, так, как ни одному другому народу в мире. На протяжении XX века, на протяжении жизни, ну, не знаю, самое большое, наверное, 4 поколений, в России как минимум трижды произошла полная переоценка ценностей. Да? Сначала это была система ценностей, основанная на православных идеалах, на православных ценностях. После Великой Октябрьской революции, да, 70 лет, мы жили в совершенно другом ценностном контексте, совершенно другой системой ценностей. И, наконец, после демократических преобразований, которые так их называют, после той самой перестройки, мы пришли вообще к такому тотальному плюрализму, к тотальному ценностному релятивизму. Вот посмотрите, 3 абсолютно разные системы ценностей, в которых одновременно разные поколения каким-то образом существовали. То есть было утрачено какое-то устойчивое ядро культуры. Но, тем не менее, если мы говорим о кризисе идентичности, что мы имеем в виду? Речь, конечно, не идет о ее распаде, о ее деградации. Речь не идет о том, что, знаете, говорят иногда, вот россияне утратили идентичность. Но это невозможно. Ну, просто потому что невозможно. Как я уже сказала, это базовая антропологическая потребность. Человек без идентичности жить просто не может. Дело в том, что вот этот самый прошу прощения, кризис, он представляет из себя сложные структурные трансформации идентичности, которые проявляются в усложнении ее контуров и в расширении ее границ. Поиск новых оснований идентичности в России представляет собой такой сложный процесс, который развернулся в 2 прям противоположных векторах, в прям противоположных направлениях. Ну, вообще любим всякие полярные, да, состояния. Ментальность у нас такая, вот характер у нас такой. Первый вектор был направлен в сторону расширения оснований очередного, да, уровня, был направлен в сторону транснациональных форм идентичности и вот надстроился некой такой цивилизационным, что ли, уровнем, если под цивилизацией понимать ровно то, что понимал Самуэль Хантингтон. Это наивысшая такая культурная целостность, самая широкая культурная целостность и самый широкий уровень культурной идентичности. Вот ровно в этом смысле. Да? Вот с одной стороны формирование цивилизационной идентичности, а с другой стороны второй вектор был направлен в прямо противоположную сторону. Вот туда возврат к каким-то локальным основаниям идентичности, партикулярным, традиционным. В целом, конечно, вы мне скажете, ничего нового для России, наша такая любимая национальная забава, очередной виток, может быть, дискуссии между там, западниками и славянофилами, да? Или, как сегодня говорят, дискуссия между там, глобализмом и антиглобализмом, если в современной терминологии, то есть между желанием утвердиться в качестве органичной части западноевропейской цивилизации с одной стороны, и все-таки сохранить и обосновать право на самобытность российского пути и отечественной культуры с другой стороны. Ну, и здесь тоже как же без противоречий, без трудностей. У нас все непросто. Вот развитие этих обеих тенденций на самом деле, это тоже, знаете, нельзя сказать, что мы в этом смысле уникальны. Они проявились во всем мире, они просто эмпирически наблюдаются. Но, как водится, в России эти 2 тенденции приобрели особую остроту, особую какую-то конфликтность. Значит, если мы говорим о первом векторе, о первой тенденции, ну, пожалуйста, переключайся. Угу. Если мы говорим о первом векторе, вот о формировании, надстройке вот этой вот цивилизационной идентичности.
Что здесь важно учитывать, что здесь важно помнить? Вот опыт вхождения России в глобальное пространство, он очень отличался от всех остальных западных государств. Дело в том, что для России он не был таким последовательным, постепенным и органичным. Вот после падения железного занавеса, после крушения Советского Союза, после окончания Холодной войны, Россия в ее новом государственном статусе просто оказалась вброшенной в это самое глобальное пространство. Вот шлюзы, что называется, открыли, мы туда вывалились. Да? И вот в этом новом глобальном пространстве, очень неожиданном, очень незнакомом, в принципе, наверное, даже где-то и враждебном, России только еще предстояло вот каким-то образом определить свой новый государственный статус, как-то вот какую-то обрести геополитическую определенность и новую цивилизационную идентичность. Но мы-то с вами знаем, что цивилизационная идентичность России исторически формировалась на границах культурных миров Запада и Востока, и рефлексия на эту тему всегда содержала в себе неразрешимую практически проблему. Но Петр Чаадаев утверждал, что у нас нет традиций ни одного, ни другого, ни Запада, ни Востока, и на самом деле мы не принадлежим ни к восточной культуре, ни к западной. Николай Александрович Бердяев, наоборот, говорил о неразрывном единстве и при этом неизбывном конфликте восточного и западного начала. Была и третья точка зрения, ну, согласно которой Россия – это вообще, знаете, такая пограничная зона, это граница, где встреча вот этих вот двух начал, восточного и западного, всегда оборачивается, ну, конфликтом двух отнюдь недружественных сил. Ну, Блок, да, мы как послушные холопы держали щит между двух враждебных рас – монголов и Европы. Совершенно очевидно, что в поисках наднациональной цивилизационно-культурной идентичности Россия исторически тяготеет к западноевропейской модели. Но это очевидно. Вопрос о европейской идентичности возник не сегодня, а как минимум с петровских реформ, которые, как сказал тот же Георгий Петрович Федотов, поставил Россию на границу всех самых крупных западных культур и породил породу русского европейца. Сильнейшее европейское влияние, ну, вынуждены были признать многие мыслители, да, почти все, собственно, мало кто спорил, в том числе, вот, скажем, Константин Леонтьев, один из самых последователей российской самобытности, да, который не без досады, не без горечи замечал: вера у нас греческая издавна, государственность со времен Петра почти немецкая, общественность французская, наука до сих пор общеевропейского духа. И добавлял: своего у нас только один национальный темперамент, чисто психический строй. Но, вероятно, имея в виду ровно то, что европейская идентичность приживается на русской почве, на российской почве, но как-то вот с трудом. Еще недавно казалось, кто же усомнится в европейской идентичности России, ну, вот в 21 веке. Но и сегодня говорить о ней приходится с большой осторожностью, хотя бы потому, что Европейский Союз, европейское сообщество, мы с вами это видим и переживаем, конечно, очень болезненно, но как-то не стремится принять Россию, да, вот в свое сообщество. А мы ничего не можем с вами сделать с тем, что современные формы идентичности, они носят конвенциональный характер. Что это такое? А это значит, если мы хотим, чтобы наша европейская идентичность была вот адаптивна, чтобы нам с ней жилось комфортно, очень важно, чтобы нашу европейскую идентичность признали и, собственно говоря, все остальные представители европейского сообщества. Очень остроумно на этот счет пошутил известный очень российский этносоциолог Михаил Губогло. Он говорит: конечно, европеец может себя провозгласить папуасом, более того, он может все атрибуты папуасского, я не знаю, папуасской культуры, папуасского сообщества на себя каким-то образом примерить. Но важно, чтобы его в качестве в таком признало и папуасское сообщество,
Иначе эта идентичность будет неадаптивна. А идентичность, как вот психологическая наша потребность, она как раз нам и нужна, чтобы адаптироваться, да, к этому миру. Так вот, так или иначе, но по прошествии четверти века новейшей российской истории, постсоветской истории, проблема цивилизационной идентичности России по-прежнему представляет собой проблему, и говорить о ней можно только как о тенденции, причем, тенденции, которая к сегодняшнему дню не имеет, спасибо большое, не имеет такого однозначного выраженного вектора. Может быть, поэтому второй вектор трансформации российской идентичности стал активно разворачиваться в прямо противоположном направлении. И стимулировал актуализацию локальных оснований идентичности, в первую очередь вот тех самых этнических. В целом, явление этнического ренессанса, вы тоже про него, конечно, слышали, это тоже такое явление, такой, я бы сказала, побочный продукт довольно неожиданный глобализационных процессов, который, проявился, опять-таки, в разных самых частях земного шара. Но и эта тенденция в России тоже была очень специфически окрашена. Дело в том, что в России вот рост этнических настроений свидетельствовал не столько о готовности людей, найти какие-то более, может быть, надежные основания вот этой вот укорененности и принадлежности. Это совершенно не значило, что мы вдруг вспомнили о своих этнических традиционных корнях, от которых на протяжении, по крайней мере, советского периода были отторгнуты совершенно очевидно все русские в первую очередь. Дело заключалось в другом. Вот этот вот этнический фактор очень активно использовался национальными элитами для того, чтобы решать, собственно, политические какие-то задачи, чтобы получить экономические преференции для регионального какого-то развития. Но и было, конечно, продиктовано таким вот желанием народов, которые подогревались национальными элитами в ряде регионов, поскорее друг от друга отмежеваться и собственно, обозначить границы, провести границы. Добиться какого-то такого независимого существования автономного. И сложности здесь тоже мы понимаем, цивилизационная идентичность не имеет выраженного вектора, все трудно. Кстати, последние социологические исследования, которые проводил Институт социологии РАН, подтверждают эти выводы. Здесь к этническим корням тоже буксуем, потому что мы от них отторгнуты, мы, собственно, не очень понимаем даже, что нам с этим делать. Этнический ренессанс оказался очень политизированным в России. И мне так кажется, что эти сложности, а еще раз напоминаю, не может человек без идентичности, и сообщества не могут без идентичности, привели к тому, что поиски новых оснований консолидации социальной солидарности сублимировали в сторону региональных культур, в сторону региональных сообществ. Действительно такая, знаете, выраженная тенденция, опять-таки наблюдаемая, абсолютно очевидная, это регионализация российского культурного пространства. Эти процессы были обусловлены рядом факторов и объективных, и субъективных. Объективные какие? Просто особенности федерализации, такого политического, что ли, структурирования нашего общества. Но был и субъективный фактор. Это попытка региональных элит, стремление, собственно говоря, к какому-то развитию, стремление развивать творческие индустрии для того, чтобы добиваться инвестиционной привлекательности, для того, чтобы формировать культурную среду регионов, в которой и сегодня формируются, прошу прощения, самые актуальные, самые острые формы идентичности, именно в ценностно-символическом пространстве, в культурной среде российских регионов.
Самым, наверное, яркой формой манифестации вот этой вот региональной идентичности стал феномен, который сегодня называют брендированием территории или региональным брендированием. Бренд – это такой, знаете, вот символ региона, который говорит нам о чем? Вот в условиях унификации, стандартизации культуры, в условиях глобализационных процессов я уникален, значит, я еще есть. Вот позволяет сохранить нам и манифестировать какую-то собственную индивидуальность. Что такое бренд? Вот сегодня всякий уважающий себя регион, наверное, имеет свои бренды. Вот всякий. Ну, вот там, видите, Колобок. Ульяновск у нас родина Колобка. Это при том, что там символических ресурсов очень много и таких вот действительно объективных. Это родина Карамзина, это родина Гончарова, это родина Ульянова Ленина, да, это там, скажите мне, Керенский, да, и вообще такая пассионарная зона. Что лежит в основе брендов? Ну вот Казань, некие элементы репутации, да, вот мы читаем Казань, а издали можно прочитать КамАЗ, да, то есть вот на каких-то таких вот элементах репутационных работают бренды. Ну что еще? Кто во что гораст? Ну вот маленький городок Шарья, да, ну вот там вот ежик какой-то, ни головы, ни ножек, ну вот кто во что гораст? Ну вот хоть за что-нибудь. Да, мы с вами знаем про луховицкие огурцы, про камышинские арбузы. Ну вот, буква «П» – это Пермь, наверное, самый одиозный проект. Мы о нем еще немножечко поговорим попозже. Ну что еще здесь? Вот Омск, видите, медвежья лапа. Очень интересная история. Причем это очень дорогостоящий проект очень часто. Да? Напоминает медвежью лапу, там вот леса, тайга, Омск. На самом деле автор этого бренда рассчитывал, он сам признается в этом, на лояльность правящей партии «Единой России». Там, помните, да, символ-то какой, медведь. Ну вот, может быть, они, ну вот, мы с вами, поэтому, может быть, вы продемонстрируете к нам лояльность и, так сказать, какие-то дополнительные выделите инвестиции. Хочу сказать, что опыты вот брендирования территории есть очень успешные. Вот, скажем, Казань очень хорошо работает с брендированием. Ульяновск так очень пестро, но тоже, в принципе, нормально, да? Но это только в том случае, когда вот за этим брендом кроются реальные символические ресурсы. Что это такое? А это конвенциональные ценности, то есть это какие-то ценности, которые имеют значимость вот для всего этого регионального сообщества. В противных случаях, как правило, просто вот, ну, скажем так, бессмысленная трата денег. Вот дальше у меня такой вопрос. А кто-нибудь может назвать бренд России? Бренд? Бренд. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какой-то, я когда-то со своими студентами, мы долго сидели, разговаривали, вот назовите то, что консолидирует, да, вот то, что рождает какой-то позитивный образ идентичности. Долго думали, вспомнили Мишку-олимпишку, вспомнили почему-то малиновые пиджаки, дети. Вот, я говорю, ну позитивный же. А? Хоккей. Вот. Это после последней, да? Вот, понимаете, что нас консолидирует? Триумфы и победа, это правда. Значит, вот и здесь возникает вопрос. Ну хорошо, если нет этого образа, если нет, может быть, и не надо, может быть, просто момент такой, когда нет запроса вот на эту общенациональную идентичность, на общегражданскую. Может быть, сейчас не тот момент, когда нам хочется себя почувствовать, вот, собственно говоря, ну, и я этой силы частицы, имея в виду всю российскую нацию, всю общероссийскую культуру. Вы знаете, я не знаю, честно говоря, как ответить на этот вопрос и кто бы на него ответил. Но для культуролога полем наблюдения это всегда культура. Вот там, где социологу, там, где политологу зацепиться не за что, культуролог должен разглядеть какие-то ростки, да, вот где какие-то уши начинают вылезать. Вот посмотрите, какие я вам приведу примеры, а потом подумаем, собственно говоря, что с этим делать, и означает это что-то или нет.
Обидно как-то. Не хочется. Так. Вот, ребят, рассказывайте, что это такое. Да, вы знаете лучше, чем мы. Я как бы не всех персонажей знаю, но это герои известных, да, романов фэнтези Толкиена, да, вот движение толкиенистов, очень популярное, которое, ну, набирает просто колоссальные обороты вообще по всему миру, в России в том числе, субкультура целая существует. Вот посмотрите, да, здесь есть кадр из фильма, как называется, «Хоббиты», наверное, да? Кто смотрел, молодежь? «Властелин колец» и «Хоббиты», там они какие-то разные есть, несколько серий. Вот на верхнем снимке это реальные люди, да, это просто вот, ну, те, кто играют в эту игру якобы. Вот следующий. Тоже найдите, что называется, 10 отличий. Персонажи и реальные люди. Вот это гномы мне рассказывали, студенты рассказывают, честно говоря, не смотрели. Значит, почему меня очень интересует вот эта вот история? Еще раз давайте вот назад вернемся. Значит, каждый раз речь идет о том, что вот на каждой картинке, поправьте, если я ошибаюсь, на самом деле это не имеет значения, но я знаю, что в этих романах представлены разные как бы народности, да, народности. Значит, там есть гномы, там есть хоббиты, там кто-то еще есть, кто эльфы, вот-вот-вот. Значит, посмотрите, каждый раз это определенные антропогенетические признаки, каждый из этих народов обладает. То есть вот мы хотим, не хотим, но это некий слепок, это некий симулятор. Ну а что делать? Мы до сих пор существуем в рамках вот постмодернистской такой культуры. Это всякий раз некая имитация, цитирование общества, очень похожее на государство. На государство. Следующий пример. Вот в интернет-пространстве набирает обороты удивительное совершенно явление, которое называют виртуальные государства. Вот один из примеров, я просто про него побольше знаю. Новая Рома или Новый Рим. Значит, что это за история такая, вы можете прочитать. Значит, это действительно организация, которая позиционирует себя, извините, как государство. Они ставят цель восстановления римской культуры подлинной, традиционной культуры, традиционной религии древнеримской в ее доимперский период, в республиканский период. Можно, конечно, сказать, ну что игры, да, люди по-прежнему играют в игры. Видите, да? Вот просто государство. Это совершенно особое государство. Там есть свой сенат, который собирается, обсуждают значимые проблемы Нового Рима. Ну, например, мода. Там есть свой язык. Жители Нового Рома говорят на латыни. Не поверите, там есть русскоязычный сегмент, который называется «Провинция Сарматия». То есть вот эта история, которая абсолютно демонстрирует нам некий запрос на какую-то симулятивную, но форму государственной идентичности, которую почему-то не находят люди в этой реальной жизни. Значит, они находят ее, создают себе, конструируют в параллельном виртуальном пространстве. Вот знаете, можно было бы сказать, ну людям заняться нечего. Вот это мой коллега. Невероятно образованный человек. Невероятно. Человек знает все древние языки, латынь, древнегреческий, потрясающе знает искусство, потрясающий знаток античной культуры. Андрей Васильевич Фисенко. Это он, вот житель, да, Сарматии, он житель Нового Рома. Не поверите, вот это вот его имя, Апий Антоний Пиктор. Не просто так вывожу. Значит, это очень сложное имя, указывающее на такую же сложную структуру идентичности. Апий – это имя личное, Антоний – это родовое имя из рода Антониев, и, наконец, Пиктор – это профессиональная идентичность, художник. Ну и вот я вам обещала еще раз вернуться к этому проекту, опять-таки в связи с брендированием. Скажите, пожалуйста, вы слышали про этот проект? Ну, он очень был громкий, да? Марат Гельман.
Катастрофические деньги были затрачены на брендирование Перми, причем приехали художники, ну, Гельман известный галерист, известный такой художник современный, приехала вот эта вот творческая компания в Пермь, на Урал, с тем, чтобы, ну, собственно говоря, вот каким-то образом сформировать вот эту культурную среду, сделать ее привлекательной для инвестиций, сформировать какую-то местную позитивную идентичность. Чем закончилось? Закончилось, конечно, скандалом. Они просто были оттуда изгнаны местными художниками. И объясню, потому что, ну, вроде бы мысль-то неплохая. Вот П, да, как ворота. Ворота вроде бы, так сказать, вот на Урал, в преддверии. И знаменитые красные человечки. Ну, в пространстве, опять-таки, постмодернизма, как хочу, так интерпретирую. Ну, народ интерпретировал как? Ну, люди, болванчики, безголовые, красный цвет тоже у нас рождает определенные совершенно ассоциации. Ну и вот, вероятно, все голосуют «за». Ну, хорошо, на честное слово можно поверить. Символический ресурс, бренд Перми. Это при том, что там есть потрясающие вещи. Вот так называемый пермский звериный стиль. Да, вот если... Это потрясающая история с вот этой деревянной православной храмовой скульптурой. Такого больше нет нигде. Вы знаете, если вы не были в Перми, это вот причина для того, чтобы туда съездить хотя бы ради этого. Это просто невероятная история. Я вам сейчас немножко покажу. Вот посмотрите. Хожу я, смотрю на этих человек. Это мои фотографии. Смотрю на человечков, но эти болванки. Ничего не понимаю. Я очень стараюсь проникнуться идеей художников. Вот честно, я очень старалась, но нет. Приехала домой уже после того, как я стала рассматривать фотографии, и вдруг положила рядом две вот эти фотографии. Вот там, ну, слева от вас, да, вот эти чудовища, а справа одна из самых известных храмовых скульптур. Ее интерпретируют так: Христос, который закрывается от ударов. Вот посмотрите внимательно. Мне говорят: да ну что вы, Ирина Викторовна, да ну зачем, да ну никогда бы, да ну вы очень хорошо думаете о Гельмане и его команде, да им бы это в голову не пришло. Может быть, если бы галерея, художественная галерея, в которой экспонируются вот эти вот абсолютно шедевральные вещи, и вот эта вся история, называлась выставкой, по-моему, «Белые ночи», не находились, но буквально, может быть, в полкилометра друг от друга. И Гельман, конечно, не мог не знать вот об этих скульптурах. Смотрим дальше. Да? Но есть что-то, согласитесь. Значит, вот распятие тоже из собраний художественной галереи. Распятие. Я сначала здесь побывала, в галерее, ну, понятное дело. Потом пошла смотреть выставку. Ну вот что хотите со мной делать. Вот как хочу, так интерпретируйте. Так и интерпретирую в пространстве модернизма. Тоже распятие. Это тоже распятие. Но здесь уже распятие, я так читаю, другого символа. Да? Это не просто флаг Российской Федерации. Вот по мне так его распяли. Значит, почему я про это говорю? Вот хотим мы не хотим, но культура, в том числе массовая культура, она рождает такое вот ощущение, что все-таки в разных слоях общества, даже самых неформальных, рождается запрос на некую объединительную идею. Вот как в свое время, да, мы вынуждены были констатировать крушение больших нарративов. Вот сейчас есть потребность в таком большом нарративе. Что это должно быть? Государство. Ну, хочется спрятаться, вот хочется вернуться в это безопасное, да, как мы говорили, укорененное состояние, вернуться вот в лоно матери. Может быть, это религия. Может быть, это, я не знаю, но вот что-то такое, о чем мы можем сказать: «Я этой силы частица». Вот сложности реализации этого запроса связаны только с одним. Нет
как мы с вами уже выяснили, согласились, но я не знаю, будем на Иванушку-дурачка соглашаться или нет, но нет у нас образа идентичности такого конвенционального для всей России. Не было. В какой-то момент он проявился совершенно отчетливо. В каком образе, скажите мне? В образе президента, абсолютно точно. Причем я хочу, чтобы вы меня сейчас правильно поняли. И, кстати, вот знаете, критерий какой, признак, что это случилось? Появился новый, может быть, не самоидентификат, да, как вот мы говорили, православный, там советский, а идентификат. Вот слова пророссийский, пропутинский стали использоваться как смысловые эквиваленты, как тождественные. Точно так же антироссийский или там антипутинский значит антироссийский. Вот слилось воедино, да, эти слова стали смысловыми эквивалентами. Вот это неделя высокой моды в Милане. Когда демонстрировались, вот, да, вот модели выходили в футболках с изображением Путина, причем таких очень издевательских. Ну что там, видите, вот он там в Лондоне где-то, да, здесь он вот на Эйфелевой башне, и подписи, которые там гласили, значит, спешите посетить Францию, пока туда не добрался Путин. Но это было сразу после вхождения Крыма в состав России, и вот эти выпады, они были, конечно, совершенно очевидны, да? Но наша культурная индустрия не заставили себя долго ждать и ответили адекватно. Так, Париж, Лондон, видите, да? Но, сейчас мы своих дадим в обиду, да? И вот у нас, собственно говоря, появились вот эти футболки. Этот проект вы все хорошо знаете. Значит, все, консолидация была максимальная. Максимальная. Причем, видите, да, самые авторитетные представители, вот такие вот медийные, там, молодежь, вот они в этом проекте все очень активно участвовали. И, собственно говоря, слоганы все эти нам хорошо известны. Самый вежливый из людей, да, мы на коне, да, но тоже хорошо. Нас не догонят. Вот все хорошо, здорово, но нужен нам такой символ, вот просто нужен. А дальше у меня вот какого рода есть сомнение, какого рода есть вопрос. Конечно, в данном случае вот этот вот образ, он сработал, ну, очень эффективно, как образ такой мобилизационный. А насколько он, ну, скажем, будет таким эффективным и достаточным в дальнейшем. Дело в том, что культура-то наша очень сложная. Вот та культурная ситуация, которая сегодня сложилась, ее называют по-разному. Говорят, что это культурная ситуация, но которую можно до сих пор описывать только в терминах там, постмодерна. Говорят, что это посткультура. Что такое посткультура? Это на самом деле такой термин очень условный, почти метафора, который стал очень популярным и моментально просто вот обрел огромную популярность. Помимо всего прочего, вот вы видите, это, знаете, говорят, что это такая культура с пустым ядром. Это культура с пустым центром, это такой симулякр культуры, который содержит сама в себе, вот в свернутом виде, огромное количество разных сценариев. И какой из них уже завтра развернется силой расправленной пружины, никто не знает. Никто не знает. Говорят, что это культура поколения с такой разомкнутой, незавершенной идентичностью. Это культура людей, которые фланируют по поверхности смысловых структур самых различных, ни к одной из них по-настоящему не природняясь, не партисипируя. Ну и, конечно, в этой ситуации остается вопрос, в этой посткультуре, какие нас ожидают с этими неожиданными сценариями, какие будут предложены образы идентичности.
Ответить на этот вопрос, наверное, невозможно совершенно, поэтому, а заканчивать нам уже пора, поэтому позволю себе лишь вздохнуть и воскликнуть вслед за одним из современных исследователей. Поистине идентичность подобна греху. Как бы мы ни старались, избежать ее мы не сможем. Спасибо большое.